Назревает что-то интересное. Президент Кыргызстана хочет примириться с Таджикистаном, а наше правительство в это время создает чуть ли не союз с Турцией. Подписывайтесь на наше обновление и точно будете в курсе всего самого интересного. Споры по кыргызско-таджикской границе остаются нерешенными до сих пор, заявил президент Кыргызстана Садыр Жапаров 28 апреля в обращении по случаю годовщины пограничного конфликта. Вопросы, связанные со спорными участками на кыргызско-таджикской государственной границе, все еще остаются проблемными. Их решение требует от нас аккуратности, терпимости и последовательности, говорится в обращении. Глава государства выступил за мирное решение вопросов о границе. Он отметил, что президент Таджикистана Эмомали Рахмон недавно также заявил о намерении решать эту проблему мирным путем. Жапаров заявил, что у него хватит политической воли, чтобы разрешить спор по границе, и это будет его приоритетной задачей. И в то же время мы не поддадимся на провокационные действия, будем предупреждать возможные негативные явления на государственной границе, проявляя сдержанность, укреплять национальную безопасность, отметил Жапаров. А как вы относитесь к словам кыргызского президента? Свои ответы напишите нам, пожалуйста, в комментарии. Власти Кыргызстана и Таджикистана уже договорились по вопросу о 600 километрах спорных участков границы. Осталось еще около 300 километров. Об этом также заявил Садыр Жапаров. По его словам, проблема делимитации демаркации таджикско-кыргызской границы решается медленно не только по вине кыргызских чиновников, но и таджикских тоже. Также глава государства отметил, что вопрос по границе, который не урегулирован за 30 лет независимости страны, за месяц не уладить. Люди, которые в этом не разбираются, говорят, что лучше бы забор построили, как только спорные моменты решим, вот тогда обе стороны начнут строить забор. Пограничные посты будут открыты, торговля начнется, отношения с Таджикистаном будут такими же, как сейчас с Узбекистаном, резюмировал президент Кыргызстана. А Турция готова поделиться с Таджикистаном опытом по обеспечению безопасности границ и борьбе с терроризмом. Об этом говорится в коммюнике турецкого Министерства национальной обороны по итогам встречи глав оборонных ведомств обеих стран. Отмечается, что по итогам межведомственной встречи министр национальной обороны Турции Хулуси Акар и министр обороны Таджикистана Шерали Мирзо подписал рамочное военное соглашение, о котором мы рассказывали в прошлых видео. Сотрудничество Анкары и Душанбе в области военной подготовки необходимо усилить. Турция готова поделиться опытом в области обеспечения безопасности границ и борьбы с терроризмом, указано в сообщении. А вот появившаяся в СМИ информация о том, что Турция поставила в Таджикистан боевые беспилотники «Байрактар», является непроверенной. Об этом сообщает пресс-служба Госкомитета нацбезопасности Кыргызстана. По имеющимся достоверным данным, таджикская сторона не заключала контракт с производителем БПЛА «Байрактар», компанией «Байкар Макина», а также с другими турецкими производителями подобной военной продукции, говорится в заявлении ГКНБ. Также кыргызские спецслужбы уверяют, что ранее закупленные армией Кыргызстана турецкие боевые беспилотники будут применяться исключительно в оборонительных целях для борьбы с террористической и религиозно-экстремистской угрозой, существующей из-за ситуации в Афганистане. А как вы относитесь ко всей этой ситуации? Свои ответы напишите нам, пожалуйста, в комментарии. У нас пока на этом все. Оцените наше видео подпиской и лайком. До скорой встречи!